5 человек, среди которых был и первый заместитель главы Меджлиса Нариман Джилял. До вечера местонахождение людей было неизвестно. Адвокатам отказывали сообщать российские силовики, где находятся задержанные. Только к вечеру стало известно, что задержанные находятся в ФСБ. В отношении двоих, Азиза Ахтемова и Асана Ахтемова, было возбуждено дело по диверсии и по предположению адвокатов, что в тот же вечер задержанным уже могли избрать меру пресечения. Только сегодня к Нариману Джилялу смогла пройти адвокат Эминя Вамилева на проведение следственных мероприятий. Чем они закончатся, пока неизвестно. Давайте сейчас пройдем, послушаем, что говорят выступающие на сегодняшней акции, которая проходит, напомню, в Киеве, в поддержку и в солидарность с теми крымскими татарами, которые подвергаются преследованиям в оккупированном Крыму. И дальше, после продолжим, мы будем общаться с людьми. Поэтому все, кто сегодня смогли в такой короткий час собраться. Знаете, думаю, что сейчас надо нам всем показать, и вот чтобы наши действия не были такими хаотичными. И для него это будет очень важно. И для тех ребят, которые сейчас, которых ломают, чтобы тоже понимали, что это закончится, и ты завтра выйдешь. И все, что ты сказал, оно будет иметь последствия. Либо последствия того, что ты будешь восприниматься борцом, либо последствия того, как и некоторые в моем случае, в случае Сенцова, будет восприниматься как позорная ганьба.